Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Астемир Абдрахманов, исследователь, с недавних пор и киношник, да? Вот. Сейчас строится дорога, начнется строительство дороги Китай-Кыргызстан, Кыргызстан-Узбекистан. И из ваших исследований мы узнаем, ну и раньше тоже было известно, но сейчас вот вы сняли фильм, да, сценарий написали, что еще во времена советские, первые годы советской власти, это 100 лет тому назад, 1920-е годы, ваш прадед, да, Юсуп Абдрахманов, предлагал строить дорогу через нынешний Бишкек в Алматы и потом дальше к сибирской дороге, да, Транссибуа. И вы об этом сняли фильм, который уже вот год, да, его показывают. Сейчас представлен этот фильм к государственной награде, да, госпремии. Как вы к этому пришли? И, в принципе, что-то писалось об этом, но вы более глубоко изучили все это, да, чтобы сделать фильм. Да, как выяснилось, сам проект Турксиб, вот, он имеет цивилизационное значение. То есть вот, это не просто проект, который касается Кыргызстана, Казахстана, Средней Азии, не только Советского Союза, но он имеет значение для, ну, можно сказать, что для всего мира. Почему? Потому что впервые в истории человечества вот, люди в своей практике строили столь масштабное строительство, вот, как правильно сказать, в общем, на этом строительстве никто не наживался. Страна строила на свои средства, страна строила для себя, для народа. Вот. И поэтому к этому событию было приковано очень огромное внимание мировой общественности. Потому как ранее, ну, как известно, произошла революция, сначала буржуазная, то есть, ну, как говорится, погнали царя, затем произошла Великая Октябрьская революция, затем гражданская война, вот, потом пытались сделать экспорт революции, ну, ничего не получилось. Ну и в конечном итоге там как бы следили за тем, ну, сколько это же будет продолжаться. Вот. В конечном итоге ради чего все это происходило. Вот. И наконец-таки наступила возможность приступить к тому, за что боролись, то есть к строительству масштабных объектов. Вот одним, точнее, не самым первым им оказался Турксиб. Были конкурирующие на тот момент проекты. Это Волгодонский канал, это строительство Магнитогорского завода, это строительство Челябинского тракторного завода. Но в конце концов, в первый год пятилетки остановились на том, что у страны есть возможность построить только два объекта. Это Турксиб и Днепрогэс. Вот. Но по словам Рыкова, если бы у страны была возможность освоить только один из двух проектов, это был бы непременно Турксиб. Вот. И в первый год пятилетки, в конце концов, все, было принято решение строить эту грандиозную дорогу. Отправной точкой южного истока это был наш город Фрунзе. Вот. А далее этот же проект из Семипалатинска шли навстречу друг другу. Это строительство шло. Семипалатинск уже на Транссибе, да, находился? Нет, до Семипалатинска была дорога, а от Семипалатинска сюда, в Алматы и Бишкек. Да, в Алматы и в Бишкек еще не было. И вот предстояло эту дорогу освоить. И самый трудный участок был, это участок от нашего города Фрунзе через перевал Заилийский Алатау. Вот этот участок необходимо было преодолеть. Перевал и тоннели там должны были быть, да, наверное? По расчетам некоторых специалистов предполагалось, что должны быть туннели. Но были и другие расчеты, где эти туннели не требовались. Без них можно было? Да, без них можно было обойтись. И вот Юсуп Абдрахманов очень
хотел это построить, писал, у него в планах было и дорогу продолжить до Торуарта, да? До китайской границы. Да, правильно. В дальнейшем, да. Дорога от Фрунзе должна была идти на Рыбачье, а далее до Торугарта. Все правильно. И самое главное, две столицы соединялись железной дорогой. Бишкек, Фрунзе тогда и Алматы. Да, все правильно. Предполагалось, что железная дорога пройдет точно так же, как и автомобильный тракт, вот, по тому же пути. То есть расстояние между двумя столицами будет не более 200-250 километров. Вот. А так как это был на тот момент это мощный экономический район двух автономий, вот, если там бы прошла железная дорога, это было очень большим подспорьем для развития экономического двух республик. Вот вдоль автодороги, вы говорите, это через Курдай, да? Да, это но через там был Курдай. первоначальный проект еще и через Токмак. Не через Курдай, Токмак и через горы. Все верно, да. Было 4 проекта. Первый проект Кастекский, это сразу на Токмак, а далее через Узунагаш на Алма-Ата. Вот. Но его проектировщики Наркомпута первым делом отвергли, потому что сказали, что вот именно через этот перевал мы точно его даже рассматривать не надо, что мы пройти не можем. Хотя он еще наиболее благоприятный был для развития как Казахстана, так и Кыргызстана. Да, как и Кыргызстана. Потом Курдайский проект. Второй как альтернатива Кастекскому, это Курдайский проект. Вот. И этот проект, на нем и остановились. Его решили именно его реализовывать. Вот. Но также существовал еще малоизученный обходной маршрут. Это от станции Луговой по малоосвоенным землям, где очень низкие, как сказать, где очень мало проживает население. Вот. Мало изученный, во-первых, на тот момент. Вот. Но он имел свою привлекательность чем? Тем, что там были более-меньшие уклоны для паровой тяги. И не нужно было проводить столь много скальных работ. Вот. Поэтому некоторые проектировщики Наркомпута на этом проекте стали заострять свое внимание. И четвертый проект тогда? Четвертый проект – это небольшое ответвление от Курдайского, Коспатакский проект. Коспатакский проект. Он такой. Да, это небольшой, это можно сказать, что да. Да. И получается, на третьем проекте остановились. И получается, Юсуп Абдрахманов бился, но не смог, да? Нет, ситуация произошла следующая. В момент, когда уже нужно было приступать к строительству, вот, главный начальник строительства выносит решение о том, что мы сейчас пойдем через Чокпар, то есть обходной будет маршрут. Не заходя на территорию Кыргызстана. Да, не заходя на территорию Кыргызстана. Юсуп Абдрахманов выносит сразу же решительный протест. Он полностью отказывается, и Юсупу Абдрахманову удается организовать региональную поддержку в лице казахстанского руководства, в лице узбекистанского, Туркмении, а также всего Средазбюро. Вот. И этим решением они останавливают предложение Наркомпути вести дорогу в обход. Вот. Наркомпути тоже, в свою очередь, не останавливается. Они уже увидели, что построить эту дорогу им будет легче. Вот. И стоят на своем. Юсуп Абдрахманов вновь уже привлекает московских руководителей, чтобы встали на его сторону. И это ему удается. Вновь этот проект, в общем, вновь эта дорога должна будет идти через Курдай, а не через Чокпарское направление. И опять же, Наркомпутей привлекает других. В общем, борьба шла целых 2 месяца. Строительство Турксиба пришлось остановить. Собираются различные комиссии.
Одни принимают решения в пользу Киргизии, другие принимают решения в пользу Чокпара. Вот. Вся следит мировая общественность. Уже нужно строить, а спор все продолжается. Вот. В конечном итоге правительство все-таки выносит решение строить чокпарский вариант, но для Кыргызстана дается решение строить дорогу до Токмака. Вот таким образом, из города от Лугового Фрунзе. до... Нет, от Лугового до Пишпека уже была дорога, до станции Пишпек, а от Пишпека до Токмака еще нет, то есть вглубь северной территории кыргызской автономии. Вот. Но Юсуп Абдрахманов не останавливается на этом, он говорит, что вот эта дорога решает только вопросы обеспечения железной дорогой северной части Кыргызстана, но оно не решает всей задачи. Так что получается, что эта дорога на Курдай, она идет не в пользу всему народному хозяйству Советского Союза. Вот. И там уже некоторые чиновники говорят, вы только что в Кыргызстане переживали за себя, теперь вы переживаете за весь регион. Да, за весь регион. Вот. И тем не менее Абдрахманов все равно не останавливается и доводит до того, что это решение рассматривается на Политбюро. В Москве? Да, в Москве. 3 ноября 1927 года этот вопрос ложится на рассмотрение в Политбюро. Политбюро, к сожалению, все-таки принимает решение вести дорогу также в обход по чокпарскому варианту от станции Луговой. Чокпар это откуда? От Луговой? Да, от Луговой. Луговая, а потом от Луговой. станция? Далее в обход станции идут Атар, Чу, Атар и так далее на Алмату. В Алмату. Все-таки Да. прямо точно в обход Кыргызстана. Это, да, конечно же, в обход, А потом уже на север, Кыргызстана, да, а потом уже на Семипалатинску. север, от Алматы. А да. напрямую было бы, через Бишкек было бы, я не знаю... Это было бы всем полезно для всего народного хозяйства СССР, особенно для пассажирских перевозок, так как между Алматой и Кыргызстаном, грубо всего 200-250 километров. Вот. Железная дорога курсировала бы... Да. А теперь этот объезд занимает целые сутки. Практически целые сутки. Вот, говорят же, так, народ шутит, для того, чтобы на поезде приехать из Алматы во Фрунзе, нужно сначала заехать в Ташкент. Да. Вот. И это только проблема пассажироперевозок, уже не считая того, что железная дорога пошла по малоосвоенным, малонаселенным землям, где отсутствует какая-либо экономическая составляющая. Наш хозяйственный район двух автономий остался без железнодорожного сообщения. А именно здесь, на этом участке, даже на тот момент было исследовано более 19 месторождений различных ископаемых, в том числе и курдайского гранита, который по своим природным качествам не имеет аналогов в мире. То есть, Сахарные заводы же тоже строились как раз. Да, и здесь же нужно было развивать сахарную промышленность. Ведь что произошло? Когда все-таки с неимоверными усилиями все-таки произошло рождение сахарной промышленности, во время Великой Отечественной войны, когда основная сахарная промышленность была сосредоточена на Украине, а она вся попала под оккупацию, Советский Союз имел свой сахар именно с этого района. Казахстан и Киргизия, это семиреческий отрезок, давали стране свой сахар, свой советский сахар. Железная дорога была. И Политбюро в 27 году, вы говорите, да? 3 ноября дает решение о том, что дорога пойдет от станции Луговой в обход Кыргызстана? Да, в обход Кыргызстана, но для Кыргызстана будет построена дорога до Токмака и далее на Иссык-Куль. И построили ее во время войны, кстати. Да, во время войны. Очень, конечно же, этот процесс нелегкий, он требовал
большой работы, большое времени. Сразу это не произошло, но во всяком случае для Кыргызстана дорожная карта, то есть решение правительства, даже не правительства, а по Политбюро высшего начальства Советского Союза было дано еще 3 ноября 1927 года. Но они выбрали это чокпарский, да? Да, они выбрали чокпарский вариант. И после этого Юсуп Абдрахманов что предпринимает? После этого Юсуп Абдрахманов, уже имея решение Политбюро, вот, пытается начать строительство железной дороги на Иссык-Куль. Но сталкивается опять с теми же проблемами, которые чинились во время того, когда он пытался добиться того, чтобы дорога строилась от Фрунзе на Курдайский перевал. Те же самые чиновники, которые настолько обозлились на Абдрахманова, опять точно так же начали чинить препятствия. Абдрахманов, допустим, обращается к одному чиновнику, к Квирингу, и говорит, что есть решение Политбюро. Квиринг, это все записи в дневниках. Квиринг ему говорит, а нету, сроки не указаны. Он говорит, как же не указаны? Он говорит, ну покажите мне. Абдрахманов идет в ЦК, требует выписку из этого документа. Дайте выписку. Выписку ему не дают, потому как заседание Политбюро было секретным. Вот, Абдрахманов... Вот это 3 ноября, который, да, 27 года, да. Секретное было, да? Да, это было секретное заседание по Политбюро. Закрытое. Да, и, кстати, этот документ, он представлен в фильме. Это решение по Политбюро. Вот, Абдрахманов прям берет бумагу и ручку и записывает по тексту, да, что там написано. И идет к этому чиновнику Квирингу и сообщает о том, что вот в течение 28-29 хозяйственного года вы должны уже приступить к строительству железного дорожного сообщения на Токмак, а далее еще на Иссык-Куль. И даже потом в дневнике он так интересно, сначала он формулирует как дорогу на Токмак, потом он понял, что с этими чиновниками уже разговаривать о Токмаке просто нельзя. Нужно сразу говорить дорога от Фрунзе на Иссык-Куль, дорога от Фрунзе на Иссык-Куль. И везде уже, где, я смотрю даже в документах, он уже Токмак не упоминает, а сразу на Иссык-Куль. Да, Балыкча, да? Да, да. Квиринг, он был в наркомате путей сообщения, да? Да, он... Кем он был? Он занимал руководящую должность тоже в наркомате путей сообщений. А Шатов, он кем был? Шатов, он был начальником, руководителем строительства. А вот это да, Семиреченской дороги, да? Да, Семиреченской, ну, то, что потом стало Турксибом. Да, правильно, да. То, что потом окончательно получило имя Турксиб. Он не был сам железнодорожником, но Шатов был опытным руководителем. Вот если вот перекладывать, как сказать, провести параллели, вот, то Шатов это вот наш современный Чубайс. То есть такой креативный. Он долгое время жил в Америке, в США. Когда? До этого? До Октябрьской революции, да, после 1905 года он эмигрировал в США, вот, и долгое время жил там. Он был анархосиндикалистом. Ну, во время, точнее, как произошла буржуазная революция, он вместе с группой единомышленников, в том числе и Троцким, вот, они прибывают уже в Россию, вот, и также вовлекаются в этот процесс Октябрьской социалистической революции. Это очень известный человек своего времени. На него делали, ну, ставили большие очень надежды. Он имел близкие отношения как с Троцким, так и со Сталиным. Это такой тоже, ну, достаточно человек, ну, с такой обширной революционной биографией. И, получается, было противостояние Шатова и Абдрахманова. Да, Абдрахманова. Шатов не ожидал, конечно же, такого противостояния. Какая-то маленькая автономия, которая буквально-то родилась несколько месяцев тому назад. Причем еще нужно обратить внимание на то, что как родилась автономия. К областному руководству было прибавлено 2 должности. Должность председателя Совета народных комиссаров и должность его заместителя. Вот и все. Вот. Остальное осталось так же, да, как до того осталось, было? Да, так же прежним. С 24-го года? Да, область была в 24-м? Да, вот когда
и область была преобразована в автономную республику, да, всего-то вот прибавилось 2 должности, представляете, вот. Но Абдрахманов умело использовал свое положение не как руководитель автономной республики, потому что были еще более по статусу высшее руководство, то есть это было, во-первых, руководство союзных республик и Средазбюро. Он использовал то, что он являлся членом президиума комитета по содействию Турксиба. Вот. И вот именно используя вот эти положения, он умело лавировал. Вот. И поэтому даже западные ученые удивляются, как так вот какая-то даже маленькая автономия Киргизия смогла сыграть с могучими структурами Советского Союза, с Наркомпутей, с правительством, с Госпланом, с Советом труда и обороны в ничью. То есть хотели вначале полностью обделить нашу республику. Вот. А железной дорогой. Да, не только железной дорогой, но и при строительстве железной дороги использовались ресурсы республики. То есть это были и контракты, и различные подряды по обеспечению строительства, продуктами питания, строительными материалами. Ну, конечно, нельзя сказать, что у нас такие какие-то обширные были в то время материалы. Ну, по крайней мере, это камни, песок, гравий, известь, мел, камыш. Вот чем богатый, как сахар говорится. Вот. Да. Полностью продукты питания, рабочая сила. Видите, и вот это все хотели, точнее не хотели, а так получалось, что мы могли все это потерять. Вот. Но Юсуп Абдрахманов, видите, конечно, не в таком широком объеме, но все-таки сумел обернуть это в нашу пользу. Ведь на строительстве было привлечено около 40 тысяч, около 40, даже до 50 доходило в определенные моменты строителей, которых нужно было обеспечивать. Вот. Далее сюда, вот в наш край, прибыла техника, по тем временам это просто невероятное. Это были американские паровые экскаваторы «Марион», это опрокидывающиеся вагонетки, это пневмоинструмент, это опрокидывающие самосвалы. То есть такая техника, о которых местное население, оно даже и не предполагало, что такое есть. Да, такое есть, такое существует. То есть само строительство Турксиба имело огромное политическое значение. То есть вот советская власть, она показывала, что мы не просто там погнали царя, разогнали помещика, выиграли, одержали победу в гражданской войне, а вот мы несем сюда, вот, на восток, в этот край, где столько, можно сказать, столетий была стагнация, новую жизнь. Вот это имело огромное политическое значение. Вот. Да, даже просто наблюдать, как работает паровой экскаватор по тем временам, это было, не знаю, все равно, что, наверное, сейчас смотреть, как ракета SpaceX взлетает и обратно происходит посадка. То есть это имело огромное политическое значение. Вот. Сколько времени снимали вы фильм? Вы сами написали сценарий, да? Да, сценарий... Режиссер? Режиссер Тимирбек Абдуллабекович Сманалиев. Вот. Фильм снимали мы 2 года, да. А сама информация о том, что же все-таки произошло на Турксибе, она так попала мне где-то в конце 2019 года. Вот. Совершенно случайно я, читая исследования одного западного историка, прочитал такое одно предложение. И, кстати, вот мне его хватило сразу понять, в чем дело. Он пишет, что при строительстве Турксиба маленькая автономия Киргизия смогла сыграть в ничью с Наркоматом путей сообщений, с Госпланом и с различными другими союзными структурами. Да, союзными структурами, да. И я сразу подумал, так вот оно что, вот почему у Юсупа Абдрахманова в дневнике
красной линией проходит вот это строительство этой ветки. Вот в чем дело. И оказалось, что я был прав. Я, конечно же, сразу же нашел работу этого автора Мэтью Пейн, американского, который описал все строительство Турксиба от самого начала до конца. Но, конечно же, меня интересовал именно наш вопрос, именно тот промежуток, когда произошел вот этот спор. Причем этот спор при начале строительства, даже по мнению тех экспертов, которые отстаивали чокпарский вариант, они даже писали, что едва ли не самым значительным моментом было вот это противостояние. То есть про это противостояние, как я уже говорил, знали не только во всей стране, но даже и за рубежом. Ну и помогло, наверное, то, что Юсуп Абдрахманов до того работал в ЦК ВКПБ в Москве. Да, конечно же, это очень помогло. Вот именно вот это вот и его работа в должности инструктора в ЦК ВКПБ, во-первых, помогла ему объединиться с соратниками для того, чтобы продвинуть этот проект Турксиб, для того, чтобы он вообще реализовался. Так как этот проект Турксиб изначально конкурировал с другими проектами. Были различные региональные группы, которые также продвигали свои проекты. Тот же Днепрогэс, тот же строительство Волгодонского канала, либо других масштабных объектов, не менее нужных нашей стране. Но вот именно им, ну как сказать, если сейчас тут как с современными словами, региональному лобби, затем лобби наркомата путей сообщений, далее текстильной промышленности, все-таки удалось найти общие интересы, объединиться вместе с такими руководителями, как Рыков, Рудзутак, вот, объединиться и добиться решения, что вот первый проект, это будет в первый год пятилетки, это будет именно Турксиб. Вот. У нас осталось где-то 2,5 минуты. Получается, какой вывод мы можем сделать? Вот сейчас мы очень рады, что начинается строительство железной дороги из Китая в Кыргызстан, потом из Кыргызстана в Узбекистан, но, получается, 100 лет тому назад уже такие проекты и истоки, вот они как раз и были, оказывается, 100 лет тому назад. И вот нам очень нужно, чтобы скорее этот проект реализовался. Очень я надеюсь, что как можно скорее это строительство Кыргызстан, Китай, Кыргызстан, Узбекистан притвориться в жизнь. Это нашей стране точно так же нужно, как и вот в те времена. Да, в те времена, за что боролись вот основатели государства. И самое главное, что у Юсупа Абдрахманова в планах было строить железную дорогу и до Туругарта в Китае. До Туругарта в Китае, да. Ну, об этом Шатов и другие тоже знали, наверное? Конечно, да, но так как все это проходило по территории Кыргызстана, так как город Фрунзе был на транзитном пути, вот, и наша республика, и именно, ну, как вот, фарватер шел именно по нашей республике. Юсуп Абдрахманов, он особенно остро уделял этому. Понимал, что это, да, это очень важно. Это железная очень дорога, важно. это очень важно для развития республики. Да. Во-первых, это Иссык-Кульский кантон развивается, а далее идет выход на соседнюю республику, где также проживает большое количество кыргызов. Китай. Да. Ой, извиняюсь, да. В соседнюю страну, где также проживает большое количество кыргызов, казахов, уйгуров и других народов. Спасибо вам большое. У нас спасибо. В гостях был Астемир Абдрахманов, исследователь, сам технический, да, образование техническое, да. Специалист по технике, но вот историей тоже занимается, и фильмы тоже снимает. И получается, вы сын Аиды, которая дочь Алибека, да? Алибек сын Юсупа Абдрахманова. Я сын Майи, а она дочка Алибека. Алибек сын Юсупа Абдрахманова. Да. И также в планах у нас второй фильм создать именно по этой теме. Вот как раз это будет, в принципе,
Юсуп Абдрахманов уже и сам все рассказал в дневнике, как проходило строительство, но мы еще вот постараемся осуществить свои планы и сделать вторую часть этого фильма, где будет рассказано, как дальше шло строительство дороги на Иссык-Куль. Спасибо вам большое. Вам спасибо. До свидания.